Рахмон признал, что в Таджикистане есть энерголимит. ЕС окажет гуманитарную помощь пострадавшим при конфликте на кыргызской границе. В Таджикистане снизилась скорость интернета, вина всему протесты в Кыргызстане. Специальный докладчик ООН вновь выразила обеспокоенность судьбой арестованных в Таджикистане памирских активистов. Эмомали Рахмон подтвердил существование в стране ограничений на потребление электроэнергии. При этом еще недавно представители энергохолдинга Барки Тоджик категорически опровергали существование энерголимита в стране. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 24 октября, на встрече с жителями города Нурек, где он запустил первый агрегат одноименной ГЭС после его модернизации, заявил, что в стране действует ограничение на потребление электроэнергии, при этом отметив, что энерголимит сегодня есть также в развитых странах мира. В связи с этим президент призвал каждого потребителя к бережному отношению к электроэнергии. По его словам, значительное улучшение энергоснабжения страны наступит после полной модернизации Нурекской ГЭС. Между тем, жители сельских местностей третий год подряд в самом начале осени сталкиваются с ограничениями подачи электроэнергии. Представители Барки Тоджик все время твердили о проведении ремонтно-профилактических работ, опровергая какую-либо другую причину. Отключение света в нынешнем осенне-зимнем сезоне началось с наступлением последней декады сентября. В настоящее время люди жалуются, что не получают электричество в дневное время с 8 до 17 часов. Также периодически они остаются без света по ночам. Энергокомпания в своем недавнем обращении к населению страны отмечала нехватку водных ресурсов для выработки электроэнергии, однако лимитированная ее подача в обращении не упоминалась. Барки Тоджик в своем обращении к потребителям в середине текущего месяца прогнозировала сезонный дефицит электроэнергии в размере более 1 миллиарда киловатт-часов. Это, к слову, составляет 5% прошлогодней выработки электричества в стране. В обращении энергохолдинга говорилось, что Нурекское водохранилище заполнено до максимальной отметки, однако эти ресурсы в основном будут использоваться зимой. Отмечалось, что сокращение притоков воды реки Ваш прогнозируется в среднем более чем в 10 раз – с 2000-2200 кубометров в секунду в летнее время до 150-200 кубометров в секунду зимой. С учетом прогнозируемого сезонного дефицита электроэнергии существует вероятность того, что в зимнее время в энергосистеме страны будет не хватать водных ресурсов, подчеркивалось в обращении. Авторы обращения призывают население к бережному, разумному потреблению электричества. Европейский Союз выделит более 270 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи с целью реагирования на конфликт на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном в середине сентября. Данная помощь будет способствовать поддержке около 12 тысяч человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области Кыргызстана, а также Сагдийской области, Рашской долины и Лашского района Таджикистана. Финансовая поддержка ЕС будет направлена через Общество Красного Полумесяца в 2 странах и распределена среди пострадавших семей в обеих странах, особенно тех, кто потерял свои дома. Также будет оказана помощь путем проведения мероприятий по укреплению здоровья и гигиены, предоставления средств гигиены и обеспечения психологической поддержки. Это финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также в программное партнерство с ФРС для предоставления эффективной и адаптированной поддержки нуждающимся сообществам на местах. Около 100 человек были убиты, более 150 человек были вынуждены покинуть свои дома в нескольких районах вдоль границы между Кыргызстаном и Таджикистаном из-за конфликта 14-16 сентября. За 2 дня столкновений в странах также были повреждены сотни домов, общественные объекты и инфраструктура, в результате чего многие лишились своих домов, имущества, запасов продовольствия и средств к существованию. В Бишкеке сегодня, 24 октября, наблюдается массовый сбой в работе интернета. По словам жителей, скорость интернета опустилась с обычных 16 мегабит в секунду до 256 килобит или 2 мегабит в секунду. Кыргызские компании сообщили, что произошла авария на магистральных каналах. Такие кыргызские операторы, как Акнет, Мегаком и ООО, сообщили на своих сайтах о временных технических неполадках. У остальных провайдеров также наблюдается снижение скорости. Компании отмечают, что работают над устранением проблемы.
В Таджикистане тоже ощущается проблема со скоростью. Некоторые эксперты связывают эту ситуацию в Кыргызстане. В Таджикистане интернет является транзитным, линии проходят через Узбекистан и Кыргызстан. Каждый раз, когда в Кыргызстане происходят какие-то протесты, у них наблюдаются неполадки с интернетом и связью, и у нас скорость потом падает. Если это не связано, то почему в другие дни такое не наблюдается? Скорее всего, это связано именно с политической обстановкой в этой стране, сказал специалист одного из таджикских интернет-провайдеров. В Кыргызстане некоторое время происходят протесты из-за Кемпир-Абадского водохранилища, территорию которого Кыргызстан отдает Узбекистану. В частности, накануне там арестовали более 20 активистов-оппозиционеров, среди которых оппозиционные политики, в том числе бывший спикер парламента. Все они отправлены в ВВС Бишкека на 48 часов в рамках расследования по делу об организации беспорядков в стране. Отдельную меру пресечения суд назначил экс-спикеру кыргызского парламента Канату Исаеву. Его поместили в СИЗО сроком на 1 месяц по обвинению в организации массовых беспорядков. Все арестованные активисты выступили против изменения государственных границ, которое 10 октября 2022 года было одобрено парламентским комитетом по международным делам Кыргызстана. Согласно решению комитета, Кыргызстан передает Узбекистану территорию Кемпир-Абадского водохранилища в обмен на другие территории. Дискуссия о пользовании водохранилищем ведется с момента его создания в 1983 году, тогда она называлась Кампыр-Раватским. Критики со стороны Кыргызстана уверяют, что Узбекистан не выполнил официально данное при постройке водохранилища обязательство вырыть Кампыр-Раватский канал, который должен был помочь в орошении кыргызских земель водой из хранилища. При этом Узбекистан пользуется большинством воды из него и, по мнению кыргызской оппозиции, не платил за это вопреки договоренностям между странами. Мэри Лулар, специальный докладчик ООН по правозащитникам, вновь выразила обеспокоенность судьбой арестованных в Таджикистане памирских активистов, главы НПО «Закон и честь» правозащитницы Ульфатхани Маматшоевой и адвоката по правам человека, глава Ассоциации юристов Памира Манучехра Халикназарова. Я написала правительству Таджикистана о предполагаемых произвольных арестах Ульфатхани Маматшоева и Манучехра Халикназарова. Я обеспокоена развитием событий по этому делу и буду продолжать взаимодействовать с правительством, написала Мэри Лулар 21 октября этого года в Твиттере. Другие подробности своего письма властям Таджикистана госпожа Лулар не привела. Ранее, в июле 2022 года, сразу 5 спецдокладчиков ООН, в том числе и Мэри Лулар, уже обращались в МИД Таджикистана с тревогой о судьбе Ульфатхани Маматшова и Манучехра Халикназарова. В письме спецдокладчики ООН выразили свою обеспокоенность в связи с предполагаемым произвольным арестом и содержанием под стражей Маматшоевой и Халикназарова и выдвинутыми против них обвинениями. Они также выразили озабоченность по поводу обнародованной видеозаписи, на которой Маматшоева, по-видимому, под давлением признается в своей роли в последних протестах в Гбао, откуда она и Халикназаров родом. Спецдокладчики ООН встревожило решение о засекречивании судебных процессов над активистами памирского этнического меньшинства и доступа к их делам. По мнению представителей ООН, это противоречит международным стандартам справедливого судебного разбирательства. В письме спецдокладчиков ООН также выражалась обеспокоенность чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных органов в Гбао.